Он показывает нам способность идти навстречу друг другу, не к разрушению, а к сочетанию. Вот, ты собираешь полностью наш будущий, наш надежду, под справедливую страну. Добрый день! Смотрите, какая новая, красивая дорога. По ней можно удобно доехать из Якутска в мою родную Нюрбу. Говорят, через нашу реку Вилюй будет огромный мост, и до дома стоит добираться очень быстро. Вот и моя Нюрба. Она стала такая большая и красивая. Мы ее очень любим. Моя школа, у нас просторные классы и вкусная столовая. А это школа моего брата. Наш новый детский сад, туда будет ходить моя сестренка. Недавно нам построили такой интересный парк. Мы с мамой любим там гулять с коляской. Пока сестренка спит, моя мама пьет чай, а я играю в баскетбол. У нас в городе 2 больницы. В одной работает моя мама, там столько разных приспособлений. Моя мама часто рассказывает, что благодаря им они спасают людей. Мне очень нравится, что наш город у реки. Летом мы там любим играть и купаться. Иногда снимаем видео и загружаем его в ТикТок, потому что у нас очень хороший интернет. Рядом с нашей школой стоит гостиница, куда часто приезжают гости из столицы. Знаете, иногда я сам удивляюсь, сколько всего у нас в городе. Наше священное место – Кадылыктар, где и проводят спортивные соревнования во время праздников. Здесь вмещается вся Нюрба. Вот наш спортивный зал. Тут мы играем в волейбол, а сам я больше люблю играть в пинг-понг. Вот тут у нас спортивная школа Олимп. Здесь мой брат играет в баскетбол, а тут многие мои друзья занимаются борьбой. Это очень крутой спортивный центр в селе Антоновка. Я очень люблю приходить сюда и смотреть на местные соревнования. О, вот это очень крутой зал. Мой папа приезжает сюда тренировать молодых ребят. Мне рассказали, что в Нюрбе нам построят еще один новый крутой спортивный центр, куда будут приезжать ребята со всех близких нам вузов. И они будут танцевать брейк-данс, кататься на скейтах и даже заниматься скалолазанием. Папа говорит, что еще там будет много других секций. И если хорошо тренироваться, можно попасть на Олимпийские игры, а рядом даже будет бассейн. Круто, да? Через 5 лет я и мои друзья хотим стать лучшими спортсменами нашей республики. И мы сможем участвовать в 9-х спортивных играх народов Якутии. Я надеюсь, что его проведут в моей Нюрбе, городе, который живет спортом. 9-е спортивные игры народов Якутии в Нюрбе. Ütüğünün kündü Нюрбабыдыр yolunun tamtırı, Варна Лылжытара. Добрый день, уважаемые главы муниципальных образований, депутаты представительных органов
власти Нюрбинского района, участники торжественного мероприятия. Встречаем глава муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия Алексей Михайлович Иннокентьев. Сегодня, 28 декабря 2021 года, в муниципальном районе Нюрбинский район подводим итоги 2021 года, года науки и технологий в Российской Федерации, года здоровья в Республике Саха-Якутия, года образования в Нюрбинском районе. Внимание! Звучат гимны Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, Нюрбинского района. Внимание на экран. Факты и события 2021 года.
социально-экономического развития Нюрбинского района за 2021 год. Важнейшими событиями 2021 года явились ввод в строй ряда социально значимых объектов в городе Нюрба и Нашлигах, начало реализации пилотного муниципального проекта по асфальтированию улиц сельских поселений, подписание соглашения о сотрудничестве между Нюрбинским районом и Новоуслонским районом Республики Татарстан, между Нюрбинским районом и Республиканским центром подготовки спортивного резерва, между Нюрбинским районом и Республиканской офтальмологической больницей, столетие создания ветеринарной службы в районе, 125-летие со дня рождения выдающегося государственного, общественного, политического и профсоюзного деятеля Степана Васильева, 85-летие со дня рождения политического и общественного деятеля, почетного гражданина Республики Саха-Якутия и 4 районов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Варвары Петровой, столетие со дня рождения видного ученого-эпосоведа, доктора филологических наук Николая Емельянова, 90-летие со дня рождения первого директора, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР Ивана Николаева Гатыгульба и другие памятные мероприятия. В уходящем году, так же как и весь мир, мы продолжали бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции. Несмотря на горечь утраты наших сограждан, боль по которым не стихнет в наших сердцах до сих пор, благодаря самоотверженной работе работников здравоохранения и набирающей темп вакцинации населения, пик заболеваемости нами уже пройден. Наша система здравоохранения выдержала самое серьезное испытание своей истории, и мы выражаем искренние слова признательности нашим медикам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. Как и по всей республике, прошлым летом сильнейшая в истории засуха испытала нас на прочность крупными лесными пожарами и сильным замедлением. На территории района было зарегистрировано 123 лесных пожара, в тушении приняли участие около 2000 человек. Району была оказана своевременная и большая помощь со стороны республики и федерального центра, также республиканского добровольческого штаба. В течение 1,5 месяца на тушение лесных пожаров было задействовано 120 работников федерального резерва из Приморского края. Также нам очень помогла авиация МЧС и Министерства обороны. Администрация района отмечает оперативную и слаженную работу наших главнослеков, жителей и работников учреждений и предприятий. Несмотря на эти и другие сложности, все отрасли народного хозяйства Нюрбинского района продолжают функционировать в штатном режиме. Впервые наш район стал лидером общего рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия. Рейтинг составляет по итогам анализа Центра стратегических исследований при главе Республики Саха-Якутия. Таким образом, усилия руководства района по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе, привлечению инвестиций из различных источников и поддержке малого и среднего предпринимательства получили высокую оценку со стороны республики. В 2021 году мы продолжили основную стратегию развивать транспортную логистику, строя и ремонтируя наши дороги. Завершили капитальный ремонт межмуниципальных дорог Хатын-Сысы-Сайлык и Хатын-Малыкай. Обеспечен сквозной переезд федеральной автодороги Белюй через весь город Нюрбу по асфальтированным центральным улицам. В октябре месяце текущего года по государственной программе завершено асфальтирование участка автодороги Белюй протяженностью 35 километров между селом Жархан и городом Нюрба. В следующем году планируется закончить асфальтирование оставшегося участка длиной 6,5 километров. Началась реализация пилотной в республике муниципальной программы развития автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов Нюрбинского района на 2022-2025 годы. Разработанный совместно с акционерным обществом «Ликавтодор», Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики, Нюрбинским филиалом акционерного общества «Ликавтодор» в селе Сюля. Еще с следующего года проведено пробное асфальтирование центральной улицы Сюлинская. До 2026 года основные улицы сельских поселений, расположенных вдоль федеральной автодороги, будут асфальтированы. В 2021 году только на инфраструктуру и строительство объектов из разных источников, включая федеральные и республиканские бюджеты, также средства с республиканских акционерных обществ привлечены большие средства. В этом году введены здания детсада на 280 мест в городе Нюрба, музыкальной школы в селе Малукай, корпуса начальных классов Кроволинской средней школы, 49-квартирного жилого дома в городе Нюрба, 4-квартирные дома для молодых специалистов в селах Жархан и Нюрбачан. В
следующем году будут введены в строй здания Нюрбинского государственного драматического театра на 250 мест, школы сада на 150 мест в селе Чапанда, детсадов на 35 мест в селах Мар и Хангалас, Дома народного творчества в селе Антоновка. Продолжается строительство школы на 175 мест в селе Кутядя, школы сада на 150 мест в селе Чука. Также начнется строительство здания школы на 360 мест в микрорайоне Убаян города Нюрба, школы сада 25 и 10 мест в селе Эдери. Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в сфере развития рынка интеллектуальной собственности в Нюрбинском районе Республики Саха-Якутия с Национальным институтом интеллектуальной собственности и цифровой экономики города Москва. Соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки предпринимательства Нюрбинского района и Ассоциацией сделано в Якутии. Открытие нового торгового офисного центра Нюрба в городе Нюрба и убойного цеха в селе Жархан. Участие в российском конкурсе предпринимателей победители республиканского этапа в номинации производства Василия Николаева стали значимыми событиями в жизни района. Бренд Сатаустера получит регистрацию товарного знака по международной классификации товаров и услуг. Нюрбинский район стал первым официальным муниципальным партнером «Сделано в Якутии». Наши предприниматели оказали большую спонсорскую помощь в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции и лесными пожарами. Введены гранты, субсидии на строительство и оснащение здания кузнечного цеха по производству ножевых и прочных металлических изделий индивидуального предпринимателя Ивана Савинова. Производителям местной продукции Егору Егорову выращивание клубники, Дмитрию Савинову производство меда и продукции пчеловодства, Галактиону Данилову крестьянское хозяйство, Артему Николаеву пункт очистки и разлива скважинной воды. 24 предпринимателям, не подпадающим под федеральные меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей в условиях пандемии, выделены средства на возмещение арендных платежей в период ограничения деятельности в связи с объявлением нерабочих дней. Из районного бюджета выделены гранты на создание и развитие школьных бизнес-инкубаторов Антоновской, Малакайской, Марской и Чапангинской средних общеобразовательных школ. В уходящем году завершился год образования в Нюрбинском районе, который из-за пандемии коронавирусной инфекции продлился на 2 года. Проекты «Лидеры Нюрбы», «Учитель села», «Нюрба-Учугова» стали реальным локомотивом развития человеческого капитала. Создание качественных условий было нашей первостепенной задачей в решении вопросов благоустройства, капитального ремонта, создания современных креативных пространств, строительства объектов образования. При совместной работе органов исполнительной власти и региональных министерств впервые с 2012 года нами построено новое каменное здание начальных классов Хорулинской средней общеобразовательной школы. По федеральной программе мы ввели здание детского сада «Кастиль» на 280 мест, детского сада Дегенкинской общеобразовательной школы. В селах Хорула, Нюрбачан, Жархан введены в строй общежития для молодых специалистов, учителей, тем самым решая одну из острых проблем привлечения молодых кадров в отдаленные наследия района. Мы гордимся результатами наших учащихся на различных международных российских олимпиадах, конкурсах. Впервые наша команда «Нюрба-Макс» заявила себя на чемпионате учительских команд России. Социальная политика является приоритетным направлением деятельности органов самоуправления. Сохранены все социальные выплаты нашим гражданам. Были оказаны существенные поддержки нашим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выезжающим на операции. 4-й год действует мера поддержки в виде помощи на капитальный ремонт и благоустройство жилых домов нашим ветеранам тыла, инвалидам первой группы на сумму 200 тысяч рублей. Данный проект вышел абсолютным победителем республиканского конкурса «100 лучших общественных инициатив к столетию ДССР». В число получателей этой помощи также включены граждане категории «Дети войны» от 80 лет, семьи с детьми-инвалидами. В 2021 году 104 семьи смогли улучшить свои жилищные условия. За 4 года действия программы 369 семей. Наши семьи, у которых родились 4 и более детей, начиная с 2020 года, дополнительно со своего района получают 100 тысяч рублей Нюрбинский семейный капитал. 100 тысяч рублей. Нюрбинский семейный капитал показал свою востребованность. За 2 года реализации Нюрбинский материнский капитал получили 141 многодетная семья. На маршрутных автобусах города Нюрба действует транспортная карта школьников, по которой стоимость проезда для наших детей составляет 5 рублей. Большинство из этих мер поддержки являются единственными в своем роде по всей нашей республике.
Предусмотрены значительные средства на развитие сельского хозяйства. Добились позитивных изменений в сфере кормопроизводства, в первую очередь в растениеводстве. Сложный период засухи, повлекшего низкий травостой и несмотря на значительное отвлечение сил на борьбу с лесными пожарами, нам удалось заготовить достаточный для зимовки скота запас сена и выполнить сезонное задание на 84%. Создан питомник с целью получения семян многолетних трав высокой репродукции и восстановлен госсортоучасток в селе Сюля. В районе создается уже второе отделение генофондного государственного предприятия «Якутский скот» на базе конезавода имени Степана Васильева. Первое было создано в прошлом году в участке Чкалова-Канинского наслега. В село Чкалов завезена дополнительная партия аборигенной породы якутского скота, построен новый летник. Завершается строительство коровника открытого акционерного общества МТС «Агронюрба» на 100 голов. Для решения наболевшей проблемы вывозки твердых и жидких бытовых отходов в местности Юбкан в настоящее время завершается проектно-сметная документация по рекультивации существующего полигона и производится работа по переводу его территории в земли городского поселения. Чтобы попасть в федеральную программу, мы должны подать заявку до 1 мая 2022 года. Заведены материалы для строительства очистного сооружения с канализационной сетью в городе Нюрба. Если по первоначальному варианту место сброса очищенной воды планировалось над Нюрбой, то согласно публичным слушаниям местом сброса выбрана местность за Крахмалом. Сроки водоочистного сооружения с канализационной сетью были перенесены на 2022 год. По завершению этого проекта мы снимем с повестки проблему жидких бытовых отходов, который сегодня является самым актуальным вопросом для жителей города Нюрба. В рамках столетнего юбилея ветеринарной службы в районе и 80-летия ветеринарно-испытательной лаборатории уделено большое внимание улучшению материально-технической базы. За счет районного бюджета для нужд ветуправления приобретены новая автомашина УАЗ, 5 ветеринарных хирургических столов, также вручены мотоциклы сельским ветеринарам. В течение года в Нюрбинском районе и по республике проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам Степана Васильева и Варвары Петровой, в том числе третий региональный форум мужчин-педагогов, экспедиция «Марафон. Пламенные сердца» по маршрутам родных мест Исидора Барахова, Степана Аржакова, Максима Амосова и Платона Паюнского. Малыкай-Карбала, город Вилюйск, который Чертёк Малыкай. Выезды делегации Нюрбинского района по местам прежней работы Варвары Андреевны. Горный, Момский и Абыйский районы. Изданы книги Степан Васильев. Народом Кадыркунатом, Юлиан Игнартанарам. И вышел документальный фильм о жизни и деятельности Варвары Андреевны. Также прошли региональные и районные научно-практические конференции, районные конкурсы стихотворений, выставки, открытые уроки, эстафеты поселений. Мы помним их имена, охватившие все населенные пункты района. Торжественное собрание общественности республики, деловая встреча глав муниципальных образований с руководством Госсобрания Государственной Республики Саха-Якутия и членами правительства. Выставка «Нюрбинский район. Грани жизни», посвященная столетию образования Якутской АССР в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского и другие мероприятия. 8 декабря на коллегии Министерства спорта Республики по результатам голосования по отбору кандидатуры на проведение в 2027 году 9-х спортивных игр народов Республики было принято решение в пользу Нюрбинского района. Проведение спортивных игр народов Республики в Нюрбе также послужит толчком не только по развитию спорта и здорового образа жизни, но и развитию всей инфраструктуры жизнеобеспечения и строительству социально значимых объектов. Будут построены крупные социально значимые объекты на встрече 9-м спортивным играм народов Республики в 2027 году. Все мы должны консолидироваться во имя этой высокой цели, и тогда совместными усилиями при помощи руководства республики мы сможем успешно решить стоящие перед нами задачи. Начинаем ежегодное обращение главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия Иннокентьева Алексея Михайловича, главам муниципальных образований, депутатам представительных органов, общественности и населению Нюрбинского района.
депутаты представительных органов, жители и гости Нюрбинского района. Сегодня мы с вами подводим итоги уходящего года, задаем основные направления на следующий год, подводим достижения и победы, обращаем внимание на неудачи, без которых никогда не бывает побед. Уходящий 2021 год был для нас годом непростым. Этот год, который навсегда останется в мировой истории как год борьбы с пандемией, годом создания вакцины, локдаунов, удаленной работы и QR-кодов. В это непростое время нам всем пришлось в буквальном смысле этого слова вести работу с тяжелой болезнью, отстаивать каждой позиции, принимать сложные, но верные решения. Как никогда раньше мы наблюдали в нашей республике засушливое лето, испарение озер, отсутствие дождей. Все это породило лесные пожары на территории республики и нашего Нюрбинского района, которые уничтожили огромные территории лесного массива и вплотную подступили к нашим населенным пунктам. Это были действительно тяжелые дни, когда в прямом смысле этого слова мы могли потерять все. Пройдет время, и мы спустя время, обернувшись назад, сможем в полную меру осознать, через что мы прошли. В этот момент все мы показали стойкость и твердость духа, решимость и уверенность. Весь район сплотился вокруг этого бедствия. Я лично видел и присутствовал на лесном пожаре, угрожающем Нюрбачанскому наследию, к которому подтянулись жители всех ближайших наследов Сюлинского, Зикиндинского, города Нюрба и других поселений. В это же время лесные пожары вплотную приблизились к селу Мар Тюминского наследия, до которого оставался рубеж буквально не менее 100 метров. Одновременно лесной пожар подступил к Ангаласскому наследию, рубеж которого составлял 60 метров, и там же лесной пожар угрожал идейскому наследию. В этот момент я не увидел в ваших глазах ни одного сомнения, не видел в вас страха и безнадежности. Стойкость и мужество, надежда и вера помогли всем нам отстоять наши дома. И я сегодня от всей души, всего сердца преклоняю голову и выражаю всем вам огромную благодарность. Я благодарен всем жителям Нюрбинского района, которые принимали участие в тушении лесных пожаров, жителям Бордонского, Мальжигарского, Чукарского, Игальжинского, Таркаинского, Харулинского, Тюмюкского, Кангаласского, Аканинского, Идейского, Жарханского, Чапандинского, Октябрьского, Сюлинского, Джигиндинского, Нюрбачанского, Кюндягинского наследов и города Нюрба. Выражаю отдельную благодарность моим коллегам, главам этих наследов, всем работникам Нюрбинского лесничества, работникам авиалесохраны, работникам ГАО «Якутлесресурс» и всем тем, кто был причастен к тушению лесных пожаров. Наравне с этим нам пришлось все так сильно, с упорством и нечаканной уверенностью бороться с невидимым врагом, с коварной болезнью. Пандемия навсегда разделила нашу жизнь на две черты – до пандемии и после пандемии. Большинству здесь присутствующих пришлось познать горечь утраты своих близких друзей, коллег, родственников, матерей и отцов. И сегодня, стоя на этой трибуне, я выражаю глубокое соболезнование всем вам. Но как бы тяжело не давалась нам эта ситуация, мы должны радоваться за спасенные жизни наших сограждан и объявить благодарности всем работникам системы здравоохранения нашего района, объявить слова благодарности всем тем, кто не остался в стороне и оказывал всяческую поддержку для борьбы с ковидом. Это наши предприниматели, представители бизнеса, учреждений и простые граждане, которые помогали всеми средствами, покупали лекарства для больных,
довели оборудование, средства защиты и многое другое. За эти тяготы уходящего года, через которые прошли, за действительно победоносную борьбу, к которому мы пришли, всем как никогда сегодня нужна наша общая поддержка, опора своих сограждан и земляков. И сегодня я призываю выразить дань уважения всем тем, кого я перечислил выше, и поблагодарить всех участников тушения пожаров, всех работников системы здравоохранения и наших предпринимателей, волонтеров, которые помогли им в этой борьбе. Уходящий 2021 год стал для нас годом достижений. Нюрбинский район впервые за последние несколько лет возглавил общий рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов нашего региона. Это доказывает, что Нюрбинский район является самым привлекательным районом нашей республики в плане инвестиций, ведения малого и среднего бизнеса, предпринимательства и вложения капитала. Наш район определил такие крупные городские округа, как город Якутск, городской округ Жатай, промышленные районы, Мельнинский, Ленский районы, что дает предпосылки для создания новых рабочих мест в нашем районе, от которого напрямую зависит благополучие наших граждан. Мы гордимся вкладом наших земляков, государственных политических деятелей в становление автономии Степаном Васильевым, Михаилом Мегажевским, братьями Донскими, Александром Габышевым, Семеном Сюльским и другие. В 2021 году проделана огромная работа по увековечению именитых руководителей на уровне республики, района. Недавно отметили 125-летие со дня рождения Степана Васильева, 100-летие Николая Емельянова, 85-летие Варвары Андреевны Петровой. В следующем 2022 году, юбилейном году, мы откроем аллею государственности в городе Якутске, посвященную нашим государственным деятелям. Наша память, наши почести – это самое малое, что может оценить их заслуги, и мы обязаны передавать данное уважение нашим видным государственным деятелям. Нам удалось сохранить тесные партнерские отношения с компанией «Алроса». И, укрепляя это достигнутые моменты, продлить договор о сотрудничестве с компанией «Алроса» еще до 3 года на общую сумму более 1 миллиард рублей. Заключение договора о сотрудничестве с ежегодной выплатой в 324 миллиона рублей утвержден наблюдательным советом компании в декабре этого года, и заключение договора состоится в январе следующего года. Этот момент показывает, что руководство района ведет правильную, основополагающую политику. Головная компания «Алроса» является компанией мирового масштаба, одним из лидеров алмазодобычи в мире, переговоры с которой являются сложной по структуре, но основывающей на взаимопонимании. В этом году впервые за много лет наш Нюрбинский район по итогам 2020 года признан лучшим муниципальным районом в развитии физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. В уходящем году мы с достоинством, полагающими почестями проводили с большого спорта наших именитых земляков Виталия Васильева, Владислава Андреева. Эти мероприятия показали, насколько главенствующую роль в нашем районе занимает спорт и достижения в спорте. В предстоящем 2022 году очередные спортивные игры народов республики пройдут в Мусалданском районе. И я уверен, что наш район, наши спортсмены достойно выступят на предстоящих играх и займут самые почетные места. Мы же со своей стороны создадим для них все условия. Считаю, что после долгих лет в этом году одним из знаменательных событий являлся конкурс
на выбор места проведения спортивных игр народов республики в 2027 году и наша всеобщая победа в этом конкурсе. Считаю, что Нюрбинский район по своей сущности является одним из немногих районов, в котором проведение подобных спортивных игр было столь долгожданным. Последние игры проходили в далеком 1997 году, во времена становления экономики страны, отголосков перестройки, когда страна еще не оправилась от кризиса 90-х, и годом позже наступил один из самых значимых и ужасных последствий для всей макроэкономики – черный вторник 1998 года – дефолт. Мы все помним игры Манчары 1997 года. 3 дня безостановочно лил проливной дождь. Все основные мероприятия, запланированные на открытых площадках на свежем воздухе, были перенесены не приспособленные для этого помещения. Ввиду тяжелых последствий кризиса, отсутствия финансирования подготовки к играм, соревнования проходили без строительства социальных и спортивных объектов. И сегодня все, что помнят нюрбинцы от проведенных игр Манчари в Нюрбе того года, это проливной дождь. И вот спустя 30 лет, в 2027 году, у нас пройдут долгожданные спортивные игры народов республики. И сегодня с высокой трибуны я без зазрения совести и оглядки говорю вам, что Нюрба заслужила эти игры. Сегодня мы должны в полной мере осознать важность этого мероприятия, поскольку проведение спортивных игр – это не только соревнования, это драйвер развития нашего района, это наши спортивные и социальные объекты в рамках подготовки к спортивным играм. В целях подготовительных мероприятий мы уже внесли на рассмотрение руководства республики ряд самых значимых по своей сути объектов и надеяться, что повышение качества жизни населения напрямую будут зависеть и от строительства этих социальных объектов. Нами перед руководством был поставлен вопрос о строительстве 5 крупнейших социальных объектов. Это строительство детского сада на 280 мест Нюрба, драматического театра, стадиона на 3000 мест, легкоатлетическим манежем, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и в второй очереди больничного комплекса. Из них детский сад на 280 мест построен за счет федеральных средств, и вопрос очередности детских садов города уже решен. Драматический театр строится, войдет в строй в июне 2022 года. На стадии решения находятся строительство стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса и в второй очереди больничного комплекса. По ним найдены пути решения и согласованы с руководством республики. В 2026 году все эти 3 объекта будут построены. Строительство начатого в 2012 году стадиона на 3000 мест с скрытым легкоатлетическим манежем продолжится уже со следующего года. И вопрос поддержан руководством республики. Это итог слаженной работы нашей команды, достигшей совместной работы с министерствами и ведомствами, с руководством республики. В районе идет успешная реализация федеральных программ. Заасфальтировано 35 километров федеральных автодорог, построены мосты через реки Мархат-Юкан, будет завершено асфальтирование федеральной автодороги Вилюй на всей территории района со строительством моста через реку Вилюй. Начата реконструкция аэропорта Нюрба, и в 2003 году она будет завершена. Из крупных проектов остались решить вопросы строительства высоковольтной линии электропередач Сунтар-Нюрба и газификация населенных пунктов района. Строительство линии ВЛ-110 Сунтар-Нюрба решается на уровне руководства республики и акционерного общества Русгидро, и в ближайшие годы оно будет решено, и мы будем иметь возможность надежного и безлимитного электроснабжения. Решение вопроса газификации зависит от наличия запасов
газа и нефти на территории района и соседних районов. Разведка месторождений идет полным ходом, и об обозримом будущем думаем, что газификация будет решена «Газпромом». Руководством района ведется целенаправленная работа по улучшению условий для саморазвития молодого поколения наших детей. Введена начальная школа на 60 мест в селе Саилык, каменные детские сады на 280 мест в городе Нюрба, на 35 мест в Джикинде, на 50 мест в селе Малыкай, Нюрбачан и в городе Нюрба. Построили спортивный зал в селе Антоновка, в микрорайоне Убаян города Нюрба, дома народного творчества в селе Малыкай, Саилык, детская школа искусств Малыкай, 4-квартирные жилые дома в 6 населенных пунктах, фельдшерско-акушерские и врачебные амбулатории в селе Саилык и в селе Хаты. Практика строительства объектов образования, культуры и здравоохранения будет дальше продолжена. В 2022 году мы ведем школу на 176 мест в селе Пиндяга, школу-сад на 150 мест в селе Чапанда, дом народного творчества на 170 мест в селе Антоновка. Будут строиться школа-сад на 150 мест в селе Чукар, школа на 360 мест в Убаянском микрорайоне города Нюрба, школа на 550 мест в городе Нюрба. Пристроим начальную школу на 288 мест в селе Антоновка, школа-сад на 10 и 25 мест в селе Едей, школа на 60 мест в селе Нюрбачан, Бысыттак, школа на 120 мест в селе Мар, на очереди строительство домов народного творчества в селе Мар, Хаты-Сысы и селе Хаты. Ударными темпами идет ремонт межпоселенческих и поселенческих дорог. Завершены ремонтные работы автодороги Хаты-Сысы-Саилык, Малыкай-Хаты. Проасфальтировано 10 километров улиц города Нюрба и села Антоновка. Проводится ремонт и других автодорог. Отремонтировано около 100 километров межпоселенческих автодорог из существующих 430 километров имеющих дорог. Достигнуто соглашение с Министерством транспорта Республики о реализации первого пилотного проекта в республике асфальтирования улиц сельских населенных пунктов, прилегающих к федеральной автомобильной дороге Вилюй, это села Сюля, Нюрбачан, Антоновка, Чапанда, Мар, Едей. Хорошие показатели имеет наше муниципальное унитарное предприятие Нюрбинское АТП. В 2021 году нами дополнительно к новым 3 автобусам ПАС-Вектор приобретены автомобили «Газель Некс», которые должны осуществлять перевозки пассажиров по населенным пунктам, увеличить тем самым комфорт для граждан. Целью решения вопроса в период половодья приобретено судно на воздушной подушке, предназначение которой и эффективность от эксплуатации для жителей Нюрбинского района будет большим весомым. В следующем 2022 году мы также продолжим целенаправленную работу по развитию данного предприятия. Серьезно обновляется коммунальная инфраструктура города Нюрба, реализуется концессионное соглашение по строительству канализационно-очистной станции, завершается разработка проекта изыскательной работы полигона твердых коммунальных отходов, начаты проекты исследовательские работы по строительству водочистой станции, определен оператор по обращению твердых коммунальных отходов, это Кировский угольный разрез. Образование драйвера перемен. С таким лозунгом масштабно организовано мероприятие года образования в Нюрбинском районе. Мы ощутили, насколько важны инвестиции каждого воспитанника-педагога. Школа останется единственным социокультурно образующим центром духовно-нравственного развития наших сограждан, будущего нашего района. Роль образования, обучения неоценима инвестиционной экономике, подготовки кадров будущего. Проекты «Лидеры Нюрбы», «Учитель села», «Нюрба Чутала» стали реальным локомотивом развития человеческого капитала.
Важно корпоративное обучение для нацеленных, мотивированных специалистов, желающих внести свой вклад в экономику развития родного района. Создание качественных условий было нашей первостепенной задачей в решении вопроса благоустройства, капитального ремонта, создания современных креативных пространств, строительства объектов образования. В селе Хорула, Нюрбачан, Жархан нами введены в строй общежития для молодых специалистов, учителей. Тем самым мы решаем одну из острых проблем привлечения молодых кадров отдаленного наследия нашего района. Я хочу поблагодарить наших учителей, родителей за то, что несмотря на пандемию, сложности ведения дистанционного обучения, продолжили свою добрую и благородную миссию. Мы гордимся результатами наших учащихся на различных международных российских олимпиадах, конкурсах. Впервые наша команда Нюрба заявила себя на чемпионате учительских команд всей России. В 2023 году Нюрба примет у себя третий Вилюйский образовательный форум, и я уверен, что наше педагогическое сообщество достигнет еще новых результатов и профессиональных высот. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в целом по стране, 2021 год ознаменовался для экономики района рядом возросших достижений и рекордных показателей. Доходы бюджета района за 2021 год составили 5 миллиардов 247 миллионов 854 тысячи рублей. В том числе безвозмездное поступление государственного бюджета республики занимает 63%, налоговые и неналоговые доходы у нас 31%. Поступления от дивидендов от акций акционерной компании «Алроса» составили 1 миллиард 349 миллионов 869 тысяч рублей. Расходы бюджета района за уходящий год исполнены в сумме 4 миллиарда 575 миллионов 211 тысяч рублей. Это 107% сравнения с прошлогодним годом. В 2021 году муниципальное образование Нюрбинского района участвовали в республиканском конкурсе программы поддержки местных инициатив. По итогам конкурса отбора муниципального района и 13 муниципальным образованиям поселений на реализацию 17 проектов выделено с государственного бюджета 25 миллионов рублей. Комплексное социально-экономическое развитие нашего района основывается на системном стратегическом подходе. Действующая стратегия социально-экономического развития нашего района на период до 2032 года на уровне республики признана одной из наиболее эффективных и успешных программ и использована Министерством экономики в качестве образца при внесении изменений в стратегии социально-экономического развития нашей республики по стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципальных районов и других городских округов. Произошедшие лесные пожары серьезно повредили наши лесные массивы. Одновременно с этим мы наблюдаем устойчивое развитие геолоразведочных работ по поиску газа и нефти на территории нашего района в Иготинском месторождении. Эти предпосылки дают повод нам еще больше усилить наше внимание к экологии, биологическим ресурсам. Поэтому в марте следующего года мы скорректируем имеющие подходы учета наших биологических ресурсов, оленей, лосей, косуль, волков и прочих живностей. Для большой актуальности произведем авиаоблет всей территории нашего района для уточнения и конкретизации численности биологических ресурсов, с целью еще большого развития традиционных форм образа жизни, охоты и закрепим научными документами численность биологических ресурсов для более детальной оценки промышленного воздействия на них алнодобичи и предстоящих работ по нефтегазовой разведке.
Бизнес в Нюрбинском районе приобретает все большое значение в экономике района. Становится одним из важных факторов социальной и политической стабильности, стратегическим ресурсом развития нашего района. Согласно мониторинга деятельности резидентов, путем запроса сведений о созданных рабочих местах и налоговых отчислениях Управления Федеральной налоговой службы за уходящий год резидентами бизнес-инкубаторов создано 54 рабочих места, налоговые отчисления и взносы составили 2 миллиона 104 тысяч рублей. Годовая выручка наших резидентов составила 72 миллиона. В 2021 году резидент Нюрбинского бизнес-инкубатора, предприниматель Василий Александрович Николаев, фирма «Футлавка», занял почетное 3-е место в номинации «Производство республиканского этапа общероссийского конкурса». В уходящем году в данной сфере были подписаны 2 важнейших соглашения. Это о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в сфере развития рынка интеллектуальной собственности с Национальным институтом интеллектуальной собственности и цифровой экономики города Москва. В результате бренд Сата Устара получит регистрацию товарного знака по международной классификации товаров и услуг. Второе сотрудничество с ассоциацией «Сделано в Якутии». Нюрбинский район стал первым официальным муниципальным партнером ассоциации, с которой запланированы совместные мероприятия в следующем году. Также ведется работа по привлечению поддержки с республиканского и федерального бюджета. Из федерального бюджета 64 предпринимателям района получена поднимение субсидий на нерабочие дни в размере 812 тысяч рублей. Из республиканского бюджета оказывается поддержка в виде бухгалтерского сопровождения, обеспечения полиграфической продукции. Также с Республиканского фонда развития предпринимательства получено 2 займа на сумму 2 миллиона 650 тысяч рублей. В нашем районе уделяется большое внимание созданию и развитию школьных бизнес-инкубаторов, молодежного предпринимательства. Проводятся уроки по основным предпринимательской деятельности в школах района. Ежегодно растет количество участников районной олимпиады по предпринимательству. Так, в 2021 году участвовало 133 участницы из 9 школ района. Цель популяризации предпринимательства, выявления и поддержки таланта и молодежи, создание благоприятных условий для развития навыков ведения бизнеса школьниками, открытие ими собственного бизнеса. Ежегодно выделяются средства на создание и развитие школьных бизнес-инкубаторов. На сегодняшний день в районе создано 11 школьных бизнес-инкубаторов, которые уже в течение нескольких лет успешно занимаются разведением коз, перепелок, производят мед, овощи, мебель, сувенирные и другие изделия. В 2022 году приоритет развития малого бизнеса в Нюрбинском районе будет сохранен. Будут внедрены новые виды поддержки новых начинаний и инициатив. В нынешних положениях основной упор создания новых рабочих мест должен быть сохранен за предпринимательство. Все отмеченные достижения невозможно без слаженной командной работы. Это результат наших совместных действий, сплоченности и единства. Планы по социально-экономическому развитию нашего района ясно видны до горизонта 2027 года. Все намеченные планы должны реализовываться за период работы 2017 по 2021 годы. Нам проделан огромный объем работ, результаты которого спустя время общество оценит по достоинству и заслугам. Учитывая эти факторы, нынешний план нашей работы направлен до 2007 года, и я уверен, что благодаря вашей поддержке и опоре я смогу довести до логического завершения все поставленные цели и задачи, не снижая тех темпов и уровней, которых нам удалось достичь. Следующий 2022 год будет годом восстановления от последствий пандемии. В период пандемии наши сограждане прошли через многое,
В нашем районе принесли болезнь свыше 3000 человек. Из них более 1500 человек прошли через стационарное лечение. И сегодня нашим жителям, перенесшим тяжелую форму ковида, жизненно необходимо восстановительный процесс. И моя задача, как главы района, создать им все условия для восстановления своего здоровья. Я уверен, что нам совместно с Министерством здравоохранения республики удастся наладить работу, чтобы наши граждане смогли в полной мере пройти восстановительные курсы как за счет района, так и за счет республиканских средств. 2022 год будет началом нового вектора развития нашего района. Начнутся процессы подготовки к играм, отслаженная работа в комиссиях и подготовительных мероприятиях напрямую будет зависеть будущего района. В это время на нас перепадут много испытаний, которые, уверен, все мы вместе с достоинством и с честью пройдем и начнем новый этап социально-экономического развития нашего района, быстрый и уверенный, согласованный и взаимный. В этот период нам как никогда нужна поддержка республики, руководства республики, которое в данное время есть и будет. Начиная со следующего года мы создадим равные условия всем нашим гражданам, проявляющим благородные инициативы, создадим все условия для начинания вашего нового бизнеса, своего дела, решения вопросов сбыта новых продуктов, новой продукции, услуг, реализация ваших намеченных планов будут рассмотрены на высоком уровне. В районе будут созданы экспертные советы, координационные группы, кураторы и многие другие специалисты, готовые рассмотреть все ваши идеи, предложения и начинания, которые помогут каждому реализовать себя, реализовать свои идеи, увеличить ваши доходы и доходы вашей семьи. Объявляю следующий 2022 год годом народных инициатив. Спасибо за внимание. Начинаем церемонию вручения государственных и ведомственных наград. Награды вручает глава муниципального района Нюрбинский район Иннокентьев Алексей Михайлович. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждается Манзоев Эдуард Степанович, машинист экскаватора Нюрбинского филиала Управления по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению. Министерства сельского хозяйства Российской Федерации награждается Алексеева Ольга Степановна, ведущий инженер по организации управления Нюрбинского филиала Управления по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации награждается Попова Изабелла Петровна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения Балакайская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Васильевича Медижевского. Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации награждается Осипова Мария Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка Детский сад имени Александра Габушева.
Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации награждается Федоров Семен Алексеевич, директор детской юношеской спортивной школы Нюрнбергского района. Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Федоров Семен Алексеевич. Нагрудным знаком Министерства просвещения России почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации награждается Николаева Айталина Ивановна, учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения Сюлинская средняя общеобразовательная школа имени Семена Стюльского. Николаева Айталина Ивановна, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. Нагрудным знаком Министерства просвещения России почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации награждается Захарова Прасковья Михайловна, педагог дополнительного образования муниципального общеобразовательного учреждения Антоновская средняя общеобразовательная школа имени Николая Николаевича Исовского. Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Захарова Прасковья Михайловна. Замклад социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд, благодарность правительства Республики Саха-Якутия вручается Семеновой Аиде Семеновне, инспектору филиала Центра занятости населения Нюрнбергского района, Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр занятости населения Республики Саха-Якутия. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд благодарность правительства Республики Саха-Якутия вручается Яковлевой Оксане Михайловне, ведущему инспектору филиала Центра занятости населения Нюрнбергского района, Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Центр занятости населения Республики Саха-Якутия. Нагрудным знаком почетный ветеран системы образования награждается Петрова Светлана Гаврилевна, ветеран муниципального общеобразовательного учреждения Сюлинская средняя общеобразовательная школа имени Семена Стюльского. Петрова Светлана Гаврилевна, почетный ветеран системы образования. Нагрудным знаком почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия награждается Николаева Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка, детский сад «Аленушка». Почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия Николаева Наталья Николаевна.
Саха-Якутия награждается Иннокентьева Лидия Кузьминична, учитель английского языка муниципального общеобразовательного учреждения Убаянская средняя общеобразовательная школа. Учителей Республики Саха-Якутия Иннокентьева Лидия Кузьминична. Нагрудным знаком учителей Республики Саха-Якутия награждается Платонова Галина Николаевна, учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения Малакайская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Васильевича Легежевского. Учителей Республики Саха-Якутия Платонова Галина Николаевна. Нагрудным знаком за вклад в развитие дошкольного образования награждается Михайлова Виктория Дмитриевна, инструктор по гигиеническому воспитанию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Илгича». За внесенный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения республики, знаком отличия физической культуры и спорта награждается Петров Анатолий Николаевич, учитель физкультуры муниципального общеобразовательного учреждения Юрбинская средняя общеобразовательная школа номер 1 имени Степана Васильева. Отличник физической культуры и спорта Петров Анатолий Николаевич. За добросовестную работу, личный вклад в развитие семейной политики республики, нагрудным знаком за вклад в развитие семейной политики награждается Хавальникова Валентина Семеновна, начальник отдела агентов попечительства администрации Юрбинского района. Республики нагрудным знаком за вклад в развитие семейной политики награждается Алексеева Валерия Валерьевна, ведущий специалист отдела опеки и попечительства администрации Нюрбинского района. Нагрудным знаком «Надежда Якутии» награждается Андреева Айко Гаврилевна, старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сардаля», село Малакай. Надежда Якутии Андреева Айко Гаврилевна. За заслуги в спорте и за выполнение размерного норматива звания мастер спорта России присуждается Ефимову Александру Николаевичу, выпускнику Республиканской коррекционной школы-интерната. Мастер спорта России Ефимов Александр Николаевич.
высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения республики, благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Егорову Станиславу Владимировичу, водителю отделения скорой медицинской помощи Нюрбинской центральной районной больницы. За высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения республики благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Ивановой Дарье Максимовне, врачу клинической лаборатории Юрбинской центральной районной больницы. За высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие республики благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Александрову Павлу Михайловичу, главе муниципального образования Жаргонский проспект. За высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие республики благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Данилову Владимиру Алексеевичу, механику Юрбинского филиала акционерного общества РИК «Автодор». Добросовестный труд и вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики, благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Даниловой Анне Егоровне, техническому работнику акционерного общества Юрбинская птицефабрика. Добросовестный труд и вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности республики, благодарственное письмо правительства Республики Саха-Якутия вручается Лузинскому Василию Васильевичу, слесарю по ремонту автомобилей акционерного общества Нюрбинская птицефабрика. Вася, маски сними. Вася, маски сними. Почетным дипломом от Комитета Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 года награждается семья Дины Николаевны и Сергея Николаевича Егорова, победители в номинации «Многодетная семья в России». Күдіктавыллах ылжыктар, эгери ағардалилер, Джулиана вокальный ансамбль, Салаячы Иванна Иванова, Николай Сейлов тылларгар онна мелодиятыгар, Нюрбаттан эгарды.
Для вручения наград приглашается председатель Нюрбинского районного совета депутатов Евсеев Сергей Иванович. За большой практический вклад в осуществление общественного контроля за соблюдение избирательных прав граждан благодарностью Общественной палаты Российской Федерации награждается Винокуров Геннадий Томович, водитель фельдшерско-акушерского пункта села Кангалас. Социально-экономического развития Республики Саха-Якутия, почетной грамотой Государственного собрания Республики Саха-Якутия награждается Логинов Вячеслав Федорович, глава муниципального образования Сюринский наслед. Социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, благодарность председателя Государственного собрания Республики Саха-Якутия вручается Ивановой Изабелле Егоровне, заместителю главы муниципального образования Бардонский наслед. Соспот соргуланнын эйгилия адалилер эр ансамбль Дмитрий Пономарев кулларыгар, Владимир Литвинов мелодия Нюрба.
Владимир Нюрба. На этом торжественная церемония обращения главы муниципального района Нюрбинский район Республики Саха-Якутия, глава муниципальных образований, депутатам представительных органов, общественности и населению Нюрбинского района завершается. Gündü Yılmamın Rayon'un emniyetinin bakanlıkların, beresliliklerle organları deputatların, televizyonda salayakçıların, Oğuz Oktoğlu'nun, Uanla Ilcıkların, bugün günüz üst şahsdan, ilk tırınca sürmeli santimliklerin belediği yönüyle terehine ıgıramıdır. Пусть наше начинание приумножит благополучие